Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен башкирской глине Руслан. Цвет у глинки кремовый, некоторые кусочки слегка сероватые. Имеются вот такие вкрапления. Чаще такие вкрапления железистые можно встретить в мели. В глине я такие встречаю первый раз. Вот достаточно крупное такое вкрапление. Желтые разводы. Основной цвет кремовый. Глинка пыльная, руки пачкает. Откусывается легко. Средней плотности. Жуется хорошо. К зубам сильно не пристает. Сначала есть некоторое залипание, но потом она начинает быстро таять. Превращается в такой жирненький крем. Сама отлипает. По вкусу глинка пыльная. Вкус прессованной пыли. Вкус пищи бумаги. Побелочные нотки. Очень нежная, ароматная. Вкус яркий, выраженный. Структура у нее монолитная, не слоистая, не фактурная, такая достаточно однородная. И крем тоже получается однородной консистенции, без комочков, без крупинок, как жирная сметанка. Глина чем-то напоминает Туркестан. Такой же яркий пыльный вкус. У Туркестана основной вкус пыли. И здесь, как по мне, тоже на первый план выступает вкус именно пыльный. Я бы сравнила ее даже больше с белым Туркестаном, а не с классическим, потому что самый пыльный Туркестан — это белый. Поначалу глинка может показаться даже немного суховатой. Но потом, когда растает, приобретает некоторую сливочность, нежность и жирность. Но не слишком жирная глина, нет. Бывает и гораздо жирней. Скрипа практически не ощущаю. Может, попадаются где-то кусочки кремния. Легкое поскрипывание мелких частичек. И то, если сильно зубы сжимать. Песка нет. Глинка очень чистая. Читала про эту глину, что она скрипучая, но я этого не замечаю. По мне очень чистая, вкусная глинка, ароматная. У глинки нет никаких посторонних привкусов, таких как, допустим, вкус разнотравья или привкус или аромат сероводорода. Очень чистый вкус. Мне, допустим, в этой глинке, возможно, не хватает терпкости.
для меня немного пресновато. Глинка не соленая, не сластит в послевкусии. Здесь немного как слоистость такая наблюдается. Кусочек потверже. Внутри также рыженькие, желтенькие вкрапления железистые. Глинка однозначно мне нравится. Также она понравится любителям мела за свою побелочность. Вкус побелки действительно ощущается достаточно отчетливо. То есть основные ноты — это пыль и побелка. На заднем плане где-то привкус пищи бумаги. В целом очень достойная глина. Комфортная для зубов. Откусывается без труда. Жуется тоже очень легко. Не приходится прилагать никаких усилий. Возможно, кому-то в этой глинке не хватит жирности или сливочности, но это опять же дело вкуса. Повторюсь, это не самая жирная, не самая сливочная глина. Есть гораздо более жирные виды. Эта глина мне больше всего напоминает Туркестан. В основном белый. Вот кусочек покрупней. Самый большой, что у меня есть, самый светлый. Камера не очень хорошо цвет передает, но цвет также кремовый. От большого кусочка тяжелее откусить. Вот этот сероватый. Сероватый. Сразу видно, что он плотнее, что ли, чем остальные. Такой больше на камушек похож. Да, от этого откусывать гораздо сложнее. Очень прям небольшими кусочками, по чуть-чуть. Очень плотный. Придется мне его, наверное, разбить на более мелкие. Те кусочки, что посветлее, они прям мягенькие. Вот такая глинка. Мне пришлась по вкусу. Глина придется по душе также всем, кому нравится вкус и аромат побелки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!